2 месяца назад я знал о Дюме, я иногда буду так его склонять, немножко, сразу говорю, это не только я склоняю, и Некрасов, и Панаев, все тоже его немножко склоняли, так, ну, как ради прикола, как сейчас говорят. О Дюме я не знал практически ничего, я знал 4 слова. Дюма был в Казани. Это все, что я знал. Собственно говоря, по большому счету, даже наше все население города Казани и вот эти 4 слова до сих пор знает. Потому что, увы, но тема эта совершенно не исследована. Я не знаю почему, потому что для меня это удивительно. У нас не было личности подобного масштаба за всю нашу историю. Вот сможете ли вы мне назвать личность такого же масштаба, такой же известности, такой же успешности, как Дюма? Хотя бы одного. Я имею в виду в мире. В мире, конечно. Ну, Горький, Шаляпин, конечно, в мире. Но Горький, Шаляпин наши. А это не наш, совсем не наш, сильно не наш. В общем, мы сделали фильм. Фильм идет 1:40, я вас сегодня столько задерживать не буду. Мы сегодня увидим маленькие отрывки из этого фильма. Дюма давно стремился в Казань. Очень давно. Он стал суперизвестным в 40-х годах, когда он написал свои знаменитые книги «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» и так далее. И уже тогда он пытался проникнуть в Россию. У него было много знакомых в России. Его сын, тот самый Дюма сын, был женат короткое время на Нарышкиной. Не все сложилось. В общем, с русскими были очень тесные взаимоотношения у Дюма, и он стремился попасть в Россию. Но ему постоянно что-то мешало. Мешал ему человек, которого вы видите справа, это Николай I, хотя Дюма мешал себе, в общем-то, сам, потому что в 1940 году вышла книга «Учитель фехтования», ну или по-французски она называется правильно «Записки учителя фехтования», в которой Дюма рассказал очень романтическую историю о декабристах. Она была настолько романтическая, что она не могла понравиться тогдашнему нашему самодержавию, потому что тема декабристов была у нас под запретом. Ну, во всяком случае, ее романтизация точно. А Дюма в этой книге умудрился рассказать не только о декабристах, но и рассказать кое-что о нашей истории. Он рассказал, что случилось с Петром III, что произошло с Павлом I в этой самой книге. Эти темы были просто под запретом, потому что для всех в России Павел I умер от апоплексического удара. А мы с вами понимаем, как умер Павел I. И мы понимаем, какое отношение к этому может иметь Александр I, его сын, Николай I, его сын. В общем, все это было слишком для Николая I, и он, Дюма, конечно, запретил. Эта книга была под запретом в России. Даже Дюма рассказывает известный анекдот. Николай I заходит, сидит в книге Трубецкая, читает роман. Николай I спрашивает: я знаю, какую книгу вы читаете? Я знаю. Она говорит: ну да, учитель фехтования. А как вы угадали? Это последняя книга, которую я запретил. Так что Дюма было заказано путешествие в Россию, но Николай I умирает в 1955 году, и Дюма приезжает в Казань в 1958. Воцаряется Александр II. Мы не можем сказать, что Александр II обожал Дюма. Конечно, нет. Он тоже был из Романовых, но тем не менее ему приехать разрешили. Перед вами весь вояж месье Дюма по России, ну тут не вся Россия, но вот по России видите. Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград, Астрахань, ну и дальше там Кавказ. С июня 1958 года по март 1959 длилось его путешествие. 9 месяцев. По итогам этого путешествия он написал огромное количество книг, я даже не смогу их перечислить. Это и книги о крепостном праве в России, это отдельные книги. Есть отдельная книга «Кавказ», где только о Кавказе. Есть книга «От Парижа до Астрахани», где вот как раз про Казань, то, что мы сегодня будем вспоминать. В общем, вот такое путешествие у него было. Приехал он в Казань 27 сентября 1858 года. Приехал на маленьком пароходике «Лоцман». У нас нет, к сожалению, фотографии этого парохода, но примерно я вот показываю вам, как он мог выглядеть. Самое начало пароходства в России. Еще пароходики маленькие совсем. Еще пристани есть далеко не везде. Вот надо как-то вообще на берег слезать. Мы даже не знаем, были ли пристани в тот момент, скажем, у нас в Казани. Ну, такие, в широком понимании этого слова. Приехал он на компании «Меркурий», как он пишет, но в
В 1958 году компания называлась уже «Кавказ и Меркурий». Это такая пароходная компания была. И вот дальше интересно. Куда же он приехал? Перед вами карта Казани, ну, примерно, можно сказать, условно, 50-х годов 19 века. Вот я вам сразу покажу, вот посмотрите сейчас следующую карту, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот видите, синяя линия, да? Это старое русло Казанки. Кому-то, я понимаю, объяснять не надо, но все-таки объясню. Старое русло Казанки, оно сохранилось до сих пор. Сейчас туда можно попасть, просто пешочком прийти. Вы увидите заболоченное такое место. Вот она, Казанка, она огибала Зелантову гору, вот так западнее уходила туда, вот не как сейчас, да. И вот так она шла. Здесь она заканчивается, здесь, собственно, вот посмотрите, назад. Здесь Волга-то была, вот, была маленькая совсем. И вот так приехал Дюма. Вопрос первый, с которым я столкнулся, тоже, куда он приплыл. Потому что в Казани даже до сих пор у нас остаются эти названия. У нас есть Дальнее устье и есть Ближнее устье. Вот это Дальнее устье, оно волжское. Здесь стояли пристани. Впоследствии, уже после Дюма, они занимали практически 5 километров береговой линии. Возможно, он пристал сюда. Но, возможно, он пристал и сюда, по Казанке. Был конец сентября. Кто-то может сказать, что слишком мелкая здесь была река в то время, но все-таки это было возможно. Мы поговорили с людьми, которые в этом понимают что-то, и это было возможно. Почему это так важно? Потому что все-таки интересно, ну вот, с какого берега он вышел, куда он пошел. Считается, что высадился он здесь. Вот все, что вы прочитаете, будет написано, что здесь. Я не могу сказать последнее слово в этом вопросе, но я могу хоть слово сказать. Дело в том, что я обнаружил воспоминания небольшие, но очень полезные художника, который был с Муане в этой поездке, с Дюма в этой поездке. Звали его Жан-Пьер Муане. Мы сейчас увидим с вами его картины, которые он нарисовал в Казани. Вообще их было трое. Они приехали трое. Дюма, и так они путешествовали по всей России. Дюма, его художник Жан-Пьер Муане и переводчик Калино. Калино, молодой студент, 22 лет Московского университета, которому ему в Москве еще дали, чтобы он ему переводил. Честно говоря, у нас тут по-французски все разговаривали тогда, да? Поэтому он не столько переводил разговоры, сколько переводил, вот так, знаете, он его усаживал за стол, и он ночами там сидел, он ему переводил Пушкина, Лермонтова, Лажечникова «Ледяной дом». Дюма как раз в этот момент, пока он путешествовал, он публиковался там во Франции, в журнале «Монте-Кристо», целый перевод «Ледяного дома», сделанного Калино, но подписанного Дюма. Более того, не перевод подписан Дюма, а что якобы Дюма и сочинил. То есть он в самом начале сказал, что это там, ну да, это не мое. Но потом все переводы были подписаны Дюма. Увлекаемся. Так вот, Жан-Пьер Муане в своих воспоминаниях в самом конце, когда они уже покидали Казань, а покидали они ее на пароходе не Лоцман, а пароход Нахимов назывался, он говорит: я пошел смотреть на пароход и заодно зашел посмотреть на галеру Тверь. Вот как. Этого никто здесь в Казани не знал, я первый это прочитал. Я вам серьезно говорю, я не чтобы, значит, там как-то, но просто мне было настолько, я знаю, что я впервые это читаю. Этого никто не знал. Соответственно, мы понимаем, что сюда пешком он дойти не мог. Ну, не пошел бы просто. Тут овраги и так далее. Он пошел, конечно, сюда смотреть на пароход. Галера Тверь стояла там, где вот кораблик. Галеру Тверь, вы знаете, он ее описывает, он стоял вот возле этой галеры, он написал про нее, что вот та самая галера, на которой Екатерина II приезжала в Казань, вы это знаете, которая сгорела через 100 лет после визита Муане в 1956 году из-за детской шалости. Он описывает стеклянный ангар, который он видел, вот он его описывает. Описывает, что все швы уже растрескались, что скоро этот корабль рассохнется, в общем, и сдохнет. Это описывает Муане. Поэтому я считаю, что более вероятно, что они все-таки вышли вот здесь. Хотя это очень дискуссионный вопрос. Второй вопрос. Где они жили? Тоже ничего не известно. Абсолютно ничего.
Известно, что они вышли, сели на дрожки, как пишет Дюма, и поехали 10 минут по оврагам. Ехали, значит, где-то полверсты, там что-то такое. Приехали к Гранд-Магазен. Гранд-Магазен у Дюма по-французски, но это не центральный универмаг, это большой склад, Гранд-Магазен. Большой склад, в котором было досками выгорожено какое-то подобие жилого помещения, он спал, прямо написывает на доске. Но это Дюма, ему не во всем можно верить, наверное, все-таки как-то ему что-то подослали. Ну, якобы вот он, значит, вот так и спал. Что-то подобное вот такому вот они... Где это может быть? Ну, 58-й год, Адмиралтейка еще только строится, ничего там практически нету, заводы, там какие-то хибары. Мы не можем утверждать. Я примерно поставил крестик вот сюда, это улица Кларцетта, примерно с Рыбака. Представляете себе, да? Мечеть тут. Тут когда-то Свечниковская гостиница стояла, по-моему, даже в те же самые времена Дюма. Почему здесь? Очень примерно поставил, потому что на следующее утро Дюма просыпается один, Муане куда-то делся. Прибегает Муане, машет руками. Я тут посмотрел, они же не видели, они приехали в 6 вечера в Казань. Они ничего не видели. Они вот отсюда приехали сюда и все. Ничего не видели, Казани почти нет. И только утром они ее обнаружили. Обнаружил Муане, побежал, увидел, обомлел, прибежал за Дюмой. И они побежали, значит, куда? Побежали они вот сюда, на Кировскую дамбу, к памятнику павшим, который сейчас на Казанке, но тогда-то он был на суше. Ну, бывал тоже на воде, потому что Казанка разливалась весной. Но Казанка-то была, видите где, да? Она была маленькая, не как сейчас. Они увидели этот памятник. И вот что нарисовал Моне. Вы представляете, тут, в общем, мне даже комментировать нечего, вы представляете, где они стояли. Вот за вами тут Кировская дамба. Они, конечно, зашли сюда, Дюма описывает, и Моне описывает, рассматривали тут какие-то черепа. Какой-то, значит, смотритель им сказал, что тут вообще не разберешь, где татары, где русские. Все это описано. У вас не возникло подозрений, где это могло быть? Нет? Пока никто не знает. Я с Сергеем Павловичем Саначиным тоже созванивался по этой теме. Он даже статья у него есть, вы, наверное, книги есть у вас? В одной из книг, которую он выпустил, у него есть статья на эту тему, но там он предполагает, что да, это Булак, скорее всего, но скорее где-то там, где сейчас вот университетская, то есть не Кремль. Потому что, ну, Муане мог пририсовать просто вот эти все причиндалы, как вот церкви, колокольню. Вот здесь вообще какие-то горы, да? Непонятно, откуда они тут взялись. То есть мог пририсовать. Вот здесь, между прочим, человечек. И сразу, видите, в котелке, по-моему, даже. То есть там какая-то улица якобы. Он мог немножко тут додумать. В общем, мы пока точно не знаем. Сергей Павлович говорит, вот хорошо бы воспоминания Муане получить. Я говорю, так они есть у меня. Да ты что? Даже у него их нет, оказывается. Вот, идем дальше. Так, это надо рассказывать. Значит, представьте себе, что, предположим, это нарисовано там, где Жарковский мост, представляете где? Его сейчас нету. Это где вот напротив пирамиды, вот вы переходите дорогу через светофор и идете к Кремлю. Там раньше был мост, потому что Булак-то продолжался до Казанки. Вот здесь Жарковский мост. Если вот они сюда пошли, ну, примерно, да, пошли в Кремль. Конечно, они в Кремль зашли, да. Дюма это описывает очень кратко, он вообще все описывает очень кратко. Он описывает, что интересно, есть большая, огромная башня, пишет он, 4-ярусная. Это он Спасскую башню имеет в виду, хотя она не 4-ярусная. А есть башни поменьше, это башни Сюмбике. Это вот примерно то, что вы должны понимать про Дюму. Вот представьте, вот они бегут по Казани, он там что-то быстро в дневнике записывает, потом ему надо все это написать, времени нет. Он потом, приезжая уже куда-то, начинает это описывать, и начинается страшная вещь. Он все путает, все на свете. Башня Сюмбике у него ниже, чем Спасская башня. Ну, может, она потому что ниже стоит как-то. Ну, видимо, так ему показалось. Вот эта легенда вообще уморительная, потому что Дюма решил рассказать там, что такое Зеланд, дракон, почему символом Казани является дракон. Очень быстро расскажу, иллюстрации мои. Мусульмане заключили договор с драконом.
Дракона зовут Низилан. Запомните. У дракона вообще нет имени. Безымянный дракон. Он пророет хвостом булак, они ему за это будут каждый день таскать на съедение весь животный мир, который добудут. Но потом происходит завоевание Казани, русские приходят к власти. Русские говорят, с нами договора не было, поэтому, дракон, можешь быть свободен. Мы тебе ничего таскать больше не будем. Живи, там, рыбку найдешь, мы тебя не трогаем. Дракон обозлился, решил, значит, отомстить, но тут, откуда ни возьмись, взялся святой Амвросий. Вот он, Амброзий у Дюма, да? Амброзий, он его, значит, как-то там, каким-то, значит, знамением, дракон, в общем, умер. Но образовалась огромная туша, потому что тело дракона занимало километр. Что такое полулие? Я сейчас не помню. У Дюма полулие. Это, наверное, сколько-то километров. Все это воняло, значит, мухи и так далее. Началась в Казани чума. И тогда, откуда ни возьмись, взялся святой Зелантий. Святой Зелантий. Он, значит, каким-то образом сделал так, что, в общем, вся эта чума из города ушла. И таким образом, пишет Дюма, у Казани два покровителя. Святой Амвросий и святой Зелантий. Но Зелантий, это, честно говоря, поздний перевод наших русских переводчиков. У Дюма написано, я посмотрел, Гелан. Не Зелантий даже, а Гелан. Все перепутано. Ну, мне кажется, дракончику нравятся такие сказки. И вот так все, абсолютно все, что он пишет. Дальше, после Кремля, мы отправились за покупками. Сейчас пошли бы на Баумана или еще куда, в Кольцо. А тогда улица Воскресенская, нынешняя Кремлевская улица. Самые интересные вещи продавали на Воскресенской. Вот так они из Кремля вышли, и вот сразу пошли, вот где у нас музей сегодняшний, да, вот это все гостиный двор, он и сейчас называется, ну только называется сейчас, а тогда-то был гостиный двор, с магазинами, с лавками. Что описывает Дюма? Вот этому посвящено вот столько объема, огромное количество объема. Он описывает шкуры, меха, кожа, его очень сильно все поразило. Ну, не могло не поразить, потому что Казань в то время славилась кожами в первую очередь. Еще со времен Петра Первого, даже, может быть, еще раньше, даже знаменитая казанская юфт, вообще кожи, казанские кожи, пишет Дюма, куда лучше, чем во Франции. Правда, стоит столько же. Дорого. Но Дюма ничего не надо было покупать. Если Дюма смотрит больше 2 секунд на какую-то вещь, она его. С ним есть люди, которые зорко следят. За что посмотрел Дюма. Я не знаю ничего лучше, чем «Путешествие по России», пишет Дюма. Только, конечно, если вы не относитесь к числу людей совершенно безвестных. Если вы приехали в Россию, то вас обсыпают подношениями всякого рода и всякого вида. Вы король в этой стране. С ним были люди, о которых мы чуть позже упомянем. Ему подарили тюфяки, подушки, сумки. В общем, его там одарили только так. Он был очень счастлив, Дюма. Всю эту улицу он, конечно, прошел, он все это описывает. Муане тоже это описывает. Его тоже это поразило. Не поразил Кремль. Поразили кожи, поразили меха. Вообще их не интересовала архитектура. Оба пишут абсолютно одинаково, скажем, про наши церкви. Все русские церкви похожи друг на друга.